Снегурочка, принцесса София, миньоны и другие герои детских мультиков совершали вместе с ребятами новогоднее путешествие по сказочному царству. На несколько часов главный зал Дома Москвы в Сухуми стал центром веселья и встречи главного праздника в году. Дети пели, играли, водили хороводы вокруг елочки и, конечно же, получали подарки. По нашим данным, по нашим спискам, так сказать, мы охватили почти 400 детей. В данном зале, конечно, столько мы не смогли уместить, но подарки, они у нас будут храниться в нашем центре еще, как говорится, ни день, ни два. Каждый подарок дойдет до своего, так скажем, хозяина. Многие нас поддержали. Начинали мы с того, что мы написали в Фейсбуке то, что нам необходимы были игрушки для елки. Откликнулись тоже очень многие. И в итоге у нас не то, что на одну, а на целых 4 и 5 елочек хватило бы нарядить. Этот большой зал не смог вместить всех желающих. Детей усадили в кресла, а родители стояли тут же неподалеку. Все ребятишки с нетерпением ждали встречи с главным новогодним героем – Дедом Морозом, который непременно принесет им всем массу подарков. Встреча со сказочным волшебником с белой бородой для подопечных детского реабилитационного центра уже традиционно взяла на себя компания «Аквафон». Оказание помощи детскому реабилитационному центру для компании «Аквафон» уже стало доброй традицией. Здоровье детей – это залог будущего для Абхазии и вообще для всего мира, поэтому мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы наши дети были здоровы, были счастливы. Мы всегда хотим дарить им улыбки и исполнять все их желания. В организации мероприятия для ребят в канун самого радостного и долгожданного праздника приняло участие много организаций, в их числе Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения и впредь будет оказывать особое внимание нашему подведомственному учреждению, которое мы открыли несколько лет назад, и создали там максимальные условия для проведения всех необходимых образовательных, оздоровительных, реабилитационных мероприятий. Мы намерены и впредь развивать данное учреждение и его подведомственные отделения по всей республике, для того, чтобы максимально обеспечить все необходимые условия нашим детям. За давностью дней уже никто точно и не вспомнит, как началась дружба деток с ограниченными возможностями и Международного фонда АПСН. Но в том, что она очень крепка, сомневаться не приходится. Сотрудники фонда – частые гости в реабилитационном центре и поддерживают его всеми возможными способами. Вот и на этот раз не обошлось без сюрпризов. Международный фонд АПСН, мы всегда были с вами рядом, чем сможем, всегда будем помогать. Сегодня тоже пустыми руками не могли подойти, как бы для детей новогодние подарки готовили для вас. Но отдельно хочется сказать и поблагодарить сотрудникам реабилитационного центра Сухум, потому что они есть настоящие патриоты. Самые главные добрые люди. Вы сами представляете детьми, как тяжело у нас дома с ними работать, они с ними 24 часа работают. И для этого, если они не против, маленький подарок для них тоже мы хотели сделать, чтобы Новый год настроение как бы улучшить. Если позволите, я передам от имени фонда директору реабилитационного центра. Спасибо вам. Невозможно описать радостные эмоции, которые были на лицах детей. Время, когда забывается слово «особенный», для таких семей важнее всего. А в канун Нового года важнее вдвойне. Ведь будни ребят не всегда наполнены яркими красками. А знакомиться с новыми друзьями или просто веселиться под звуки любимых песен им хочется гораздо чаще. Нисфарш Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение.